писатель Кнамарибе Тепсежиде, Тепсенимай, Юашивотра Тельмили, Тван Халаспириги, Ире Калания, с Максим Тупром, Перентендери Тяпло, ученый Зем, общественный деятель Зем, политика деятель Зем, сейчас не Пусакине, Гедуром, Савгине Генегларасезе, Шухладом Десине Жулда, Нанбара Тебрикине Гевол, Цварсинден Духна Палла, Йохсеем Синдень, Сажит Мельдёх, вот Тебрикине Твастезе, Митлене Дебунде. Ondan beri bu niki romançırımı palırtmışım. Hamın tepçezim duraq. Bunun bir romanya bitiriniz duxnam. Bu niki bir romanya vol pirin çaplarına çapla şarbuysa da poet paydulu iskeyifsin deyin. Şav nasıl sapterisi dedim. Şav tepçezim bunu mar telinmeli yapıla tubunca. Nemiş jurnalince вот был Чувашла Куджардасынде и bir adalında bırakpar деген yatlı jurnalinde. Sonunda Braziliya ученый Любомир Зефир Америкари Лекавал бурunda инки деген халық культурный типсе декен. Onun için numay жеріне. Sonunda Сирзагдардна Любомир Зефиров Numazda kebret bu sutra manatelinde Çavaş tilgin yapıcılar pleykin. İnk tilgince, ink halkın tilgince bir sırıtla Çavaş sımahıdır. Bu sutra Çavaş dene yatta. İnk halkın tilgince Çavaş bu suda izleyilgen tura yazıyken. Bunu bin gayarla sırrına ikilince venelesi bizim ink sem. К чувашам относятся не только болгары, балкары, там караимы, казахи, киргизы, тувинцы, алтайцы. Они все из чувашевского лона вышли. Зато, что было само название народа Чуваш. Чуваш. Или был? 10 лет назад был ли народ? Вова, Чуваш. И как название народа было? Это в Индии. Это я уже расшифровал и дал в одном из писаний. Вот. Ариана. Книги Ариана. То есть нас могут упрекнуть, что, дескать, вот весь мир от чувашей произошел. Пусть упрекают. Русский язык, о русском языке Пушкин еще, Александр Сергеевич говорил, сидя среди своих поэтов и друзей, говорил, а что мы не говорим на своем родном языке, на чувашском? Все по-русски, все по-русски. Ведь русскому-то языку-то, как и говорится, мы русский язык знаем с поэта Державина. Енденде Чувашинде, потому что елес позасын, пиликчеряған жиравжыба сылыш, бізем войбу задращағайды, бізем пирин Чуваш шершивне хүлелеген зем, бізем Чуваш культурине, тілхине хүлелеген зем, малала адавадараған зем, бізене хизеплемезесін халығын бұласлы ештайынды, гавырғыманы дарғашын, даван зем. 32 года, что интересно, раз в 32 года происходят вот такие очень интересные закулисные интриги, причем многоходовые комбинации, это реально действительно. 32 года до 16 года отсчитайте, получите 84-80, начало 85-го года. 3 генсека у нас сменилось. Андропов... Это начало перестройки. И начало перестройки, конечно. Приходит это пленум же апрельский, да? Да, пленум апрельский, но это уже чуть позже. Но вот расчистка поля перед приходом Горбачева. Это конец, это 84-85 год. Андропов, Черненко, Горбачев. 32 года до этого еще отсчитайте. Какой год получите? 52-53 год.
Это смерть Это смерть Сталина. Сталина. И расчистка поля для будущей тоже перестройки. А после Сталина кто-то еще был, там же не сразу. Берия. Там И же не сразу Маленков, Маленков, да, в этом же Маленков. году он буквально несколько дней подержался, потом его сменили на Хрущева. Вот вам, пожалуйста. Это вот такие закулисные интриги. То есть то, что происходит в эти годы, всегда решается за кулисами, некими кукловодами и игроками. И вот сочетание этих двух циклов, оно действительно приводит к очень интересным развитиям событий, что, кстати, повторяется, эти два цикла повторяются раз в 96 лет. И последний раз это было в 1920 году. Поворотный пункт у нас в нашей истории. Когда мы говорили с вами про НЭП, да? Вот. Там где-то еще года 3 у нас будет огромнейший демографический взрыв, у нас будет подъем такой грандиознейший в стране и на 20 с лишним лет. Это с 2023-2024 года. Вот я все жду этого времени, когда же оно наступит. Планета Плутон самая дальняя из планет Солнечной системы, которая связана именно с массовыми какими-то движениями, с народом с целым, с его вот этим вот самым таким вот геополитической ролью. Вот она вступает в знак Водолея. И вот что интересно, когда она была в знаке Водолея, то в России всегда был и демографический взрыв, и большой подъем, и расширение границ. Я для примера приведу. Это конец 18 века, славное время Екатерины II. Когда мы присоединили Крым, Речь Посполитую разделили, это все время Екатерины II, вторая половина, это и Плутон в Водолее, до этого. Славное время 16 века, это Иван Грозный. Казань брал, Астрахань брал. Вот это время, когда вот начало государственности, когда он надел на себя, объявил себя не просто великим князем, царем. Царская Россия. Это вот начало этого всего. Славное время Ивана Грозного. Не бесславное, после опричнины, когда уже был упадок государства, славное время было связано с Плутоном Водолеем. Вот это все время, все эти времена. Третий цикл, это Иван Калита после поражения в этом самом в Золотой Орде, начало восстановления государственности российской. Вот так вот. И я жду такого же времени, 2023-2024 на целых 20 лет. Понимаете? Вот тут спрашивают, а перенесут ли место пребывания столицы России? А то вот все время обещают, что... Административно, да. Административно, да. Перенесут? Вы знаете, как раз... Далеко или куда? Да не близко. Должен быть где-то вот в пределах ядерного щита московского, там где этот, думаю, что вот... Ну, это когда? В течение там 20-23 году? Вот где-то вот, я думаю, что тренды будут заданы в 2020 году. Сразу после этого встанет вопрос. Но этого не будет. Это будет Москва. А вот после этого встанет вопрос о административной, скажем, центре России. Не думаю, что она будет где-то на Урале, как некоторые говорят, даже предлагают куда-то на Дальний Восток ее переместить. Это бессмысленно. Должно быть, все-таки она должна быть абсолютно защищена ядерным щитом. А именно с точки зрения защиты? Ну, конечно, а куда же? Там надо строить все по-другому. Представляете, сколько денег надо вложить тогда? А? Ну да. Где-то даже в провинции. А в 24-м году мы помним, что он грядет. Ну да, конечно. Выборы, да? Ну да, но это будет другое. Это будет уже, я скажу, это выборы будут другого типа. Это будет другого типа и при других совершенно и экономических, и политических раскладах. Я вот хотел уточнить, 12 января Сатурн с Плутоном вы сказали дату сближения. Это просто они, да, а можно предсказать, как часто они сближаются? Вот последний 82-м, да? 82-м А до этого, смотрите, когда это было несколько раз подряд, вот один из них был 1914 год. 1914-15 год это Первая мировая война, это критическое время. Мы сейчас живем действительно как на пороховой бочке. И действительно вот где-то очень критический год у нас будет 20-21 год. Слава Богу, что нашу страну заденет гораздо меньше, чем весь остальной вот мир. И в этом действительно в мире будут очень большие изменения, начиная вот как раз с этого года, с конца этого года. Но апокалипсис нам не грозит. Ну, конечно, нет. Ну, во-первых, апокалипсис зависит от Господа Бога, его воплощения. Мы люди скромные, мы ориентируемся только на планетные циклы. Хорошо. Какие тренды можем
вычислить. А кого это коснется в большей степени, чем Россия, в первую очередь, вот эти вот... Европу раз, так. Соединенные Штаты два, и Восток, в том числе и Китай, три. Ага, вот так даже. Там Почти всех так очень. начался, но то еще не закончился, там еще будут гораздо более интересные события, начиная с 2021 года. В Соединенных Штатах Америки, ну, там тоже будут, извините... Выборы у них. Ну, выборы, перевыборы, скажем Я так. все ведь вот, прав. да, ну, Выборами считаю. Слушайте, а вот перевыборы называется. Да. Но, тем не менее, Возможно. 20-й год, извините, я, конечно, не суеверный человек, но, тем не менее, практически все президенты с 19 века, которые были избраны в год, заканчивающийся на 0, ну, это, говорят, предсказания Текумзе, я не уверен, что это так, но, тем не менее, совпадение, что очень многие были убиты или умирали на посту, практически все. Линкольн, Рузвельт, Кеннеди, Маккинли и так далее. Вот 20-й год, это тоже, единственный, кто этого избежал, Джордж Буш, молодец. Вот, Молодец, пишет да. картины. Значит, можно уйти в каком-то смысле. Может быть, поменять, вот, да. некоторые говорят, что сейчас закончился этот вот цикл, 21-й, другой. Ну, бог его знает. Посмотрим. А вот эти вот разговоры о том, что мы сейчас вот этими изменениями политическими и прочими стремимся к некой изоляции своей страны, закрытости, оторванности от мира, они имеют под собой какие-то... Вот... Ну, знаете, в чем дело? В свое время, после как раз 2014 года, соединения Сатурна с Плутоном и победы большевистской революции, тоже отгородились от мира на какое-то время, прорыв был, и огромные потери, в результате чего страна стала, ну, практически одной из самых ведущих лидирующих. Не хотелось бы повторить путь-то, Павел Павлович, вы скажите честно, Ну, мы опять на те же грабли или как? Нет, на другие, на более высокотехнологичные Но все-таки грабли. Но такое есть. получше. Вот то, что у нас будет, вот, скажем, призыв к такому большому рывку и восстановление статуса державы, это я абсолютно четко усматриваю. Иначе в 20-х годах это будет вот такое движение. Это будет действительно инициатива даже снизу. Это вот реально вполне. Они действительно будут с конца нынешнего года. Это действительно еще одно соединение, которое рождает смену политических трендов, то есть геополитические проекты. Это соединение Юпитера с Сатурном. Это наступит 21 декабря 2020 года. И на 20 лет новый проект, вот как он в 2000 году был, а до этого 81 год, до этого 61 год, прорыв в космос, до этого 40-41 год, война и горячей до холодной войны, до этого как раз 20-21 год. Вот эти смены раз в 20 лет происходят, смена поколений. И вот у нас действительно конец вот 2020 года, начало 21-го, это новый вот этот вот просто сценарий в геополитике, передел мира. Ну, скажем, соединение Юпитера с Сатурном в Водолее, следующая элита, это будет элита технократов. Это будут прорывные какие-то изменения в науке. Причем это будет технический переворот. Возможно, мы будем ездить на электромобилях. Снова вспомним о космосе. Космос приблизится к нам. Будут великие открытия в области биотехнологий. Продолжительность жизни увеличится. Это все за 20 лет. Вы знаете, доходы населения там никак... Доходы населения... Нет, вы знаете, то, что в нашей стране, это будет действительно... Люди станут жить лучше или как? Я не говорю, что будут жить сразу лучше, но то, что будет огромный энтузиазм снизу, и то, что это будет нечто, вот некий аналог можно провести вот этому 30-е, 20-е, 30-е годы прошлого столетия, когда действительно мы за буквально 10-15 лет у нас была построена новая страна. Вот нечто подобное будет вот у нас в 20-е, 30-е годы. Это я вот... Михаил Николаевич, Елана Кене я была бы, Улманжан Балахнде, Хаман Курав Жизни Хизиплини. Шаплачи Радпур Халаха Твана Халах Вали, уже Самахсем, Сирия Самах, Твана Халшин. Тванамсем, Юратна Сваш Халахи. Сам на Майнде и Гибинде Сирмиш Сулберги Пахапта, Иге число Иге Хутени, 0 число Палда Иге Хутени. Цалласада Египинде Сирмиш Сул, Пирентован Халахшин, Теле Сул Булдачи Тедеп. И bir менен билдине сиксе будерсем, Тван Халах Телейле будерсем. Тван Халахын эметленне ситтерсем. Пирен пурнус лайшланза будерсе десе шушладып. Онан бара ти кирле бол культура адаланабия кирле. Культура адаланабия мелле пуян халахта петме булдарад. Культура адаланабия десен, цан малда литература бирге шушлас булат.
литература калбыр Иван Яковлевич калана керек милле халыкын культура де твада Ураллы сиделбектене. Тималдан литературна азынны был. Ondan bara muzika kültürüne, ondan bara üner, yügeresi, başkinde tiyatr. Birin hal tiyatr valli ufsa parası, kalıbır литература, писательство бужасы, пирин республика Расюки, мада пиди куляндарать. А плавун баламар, ты республика сне пухса, калыбыр, ты регион сенте, писательство мелле булышне ждагуза, пирин мелле бузасында литературна адалындарасы бирге тепледрей шушлатарас келеч, хабыр ерджусысне, сапла буласы бе пиди шанады пенене деп. Телейле булырса, таван сентем, телейле булдар, сваш халахе, пурсарада телей, анажу, мәнеметлине система бутырсырин.